Ей! Привет. Чё, как дела? Надо чат включить на телефоне. Яй-яй-яй-яй-яй. Спать хочу. Что интересно, еще кто-нибудь подтянется? Смотрела One Piece? Да. Конечно. Нет. Я перепутала с One Punch Man. Не, я One Piece не смотрела. Я только первую серию посмотрела One Piece и все. Мне не понравилось. Ой. Может, можно было бы дальше смотреть, но мне в первом сезоне вот эта вот рисовка не нравится. Я не привыкла к такой рисовке. Может быть, если бы я в детстве начала смотреть, еще ладно, нормально было бы, наверное, может. Я и Наруто тоже не смотрела. Пару серий только. Какого-то там сезона. И все. Ну я это, да, слышала про это. Мне такое не заходит. Мне и тогда не зашло, и сейчас не зайдет. Я хочу магическую битву досмотреть. Я только там до 4 или до 5 серии дошла. Все, не могу закончить. У меня, по сути, очень много незавершенных аниме осталось. Я даже этот «Токийский гуль» не досмотрела. Хотя анимешники в основном, конечно, мангу читают, но я не анимешник. Наверное, я манги не читаю. А так, по-любому, манга, конечно, лучше. Всегда все, что по книжке, всегда книжка, конечно же, лучше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, придет кто-нибудь интересный, нет? Чуть позже, наверное, может быть, подключится. И то я начинаю поздно так. Хотя, наверное, некоторые вообще
еще позже начинают стримить. Просто если я буду стримить по московскому времени, чтобы для них было нормально, это мне надо тогда в 3 часа ночи стримить. Я еще пока что Алису не устанавливала, даже не находила. Сегодня, короче, забрала свой этот брелок, который мне пришел самый последний. Хотя я заказывала одновременно, но брелок пришел последним. Потому что его упаковали позже всех. А я не знаю там как вообще. Что лучше, какая часть лучше. Конечно, лучше по последовательности, наверное, идти. Чтобы было все понятно. Все-таки не хочется просто бегать, хочется и сюжет, и все такое знать. Ну вот, короче, я сегодня забрала брелок. На почте. И то это... На почте там эта тетка настроение все испортила. Вместо того, чтобы спокойно дать, отправить человека. Людей вообще не было на почте. Передо мной вот мужичок был. И она до этого еще передо мной тоже там парня отпустила, который тоже просто получал. Вот, и мужичок, короче, что-то там подошел, и она такая: нет, нет, о нет. Я не поняла, почему она так говорит. Типа, не хочет обслуживать, что ли. Потом, как оказалось, что второй компьютер, там что-то, какой-то сбой, то ли что. И из-за этого она, типа, не хотела, короче, обслуживать. А там еще, короче, первый компьютер был. И она вот на первом компьютере парня этого отпустила быстро так. А я стою, жду. Уже это... Говорю, отпустите меня, и меня просто получить надо, там ничего не надо вводить, ничего не надо писать, просто это... Код и все, надо сказать. Я еще спросила у нее, первый компьютер работает? Она такая: нет. Ну ладно. Я потом ей сказала: ну вы же парня отпустили на первом компьютере, меня тоже так же отпустите, пожалуйста. Она сначала долго сидела, потом куда-то ушла, что-то там делала, наверное, чай пила, потом вернулась обратно. Я говорю: ну отпустите меня, пожалуйста. Она такая сидела сначала, потом все-таки удосужилась, спустилась ко мне с Олимпа и на первом компьютере, короче, там пробила все вот это и отдала мне мой заказ. Я больше не буду туда ходить, забирать заказ. Лучше уж тогда на курьера потрачусь. И так, чтобы мне прислали заказ, чем вот стоять и морочить себе голову, нервы. Короче, вот что мне пришло. Ой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут, короче, пленка есть, и я вот хотела не самой вот пленку эту снимать, а типа вот так вот на видео. Я думаю снять, наверное, эту пленку
Нафиг она нужна? Типа такой АСМР. О, о, о. Без пленки он такой этот шершавый. Малыш сразу же смотрит, что это там такое. И вот с этой стороны тоже. О, какой блестящий. И вот здесь тоже. Я. Вот так-то. И малыш сразу же подключается. Что это там такое? Ты сделала? Что-то шуршит, пердит. Дай мне. Да. Сразу блестит, сияет. Я не знаю, куда это повесить. Боюсь на рюкзак вешать, потому что дети могут сорвать. Главное, посылки приходят, не теряются. Ну да, привет, привет. Это да, то, что не теряется. Тем более такой маленький этот. Но он был в таком прямоугольном, как называется, пакетик с этими, с пупырками. Наверное, сотрется. Ну и ладно. Я же не буду его мучить постоянно. Повешаю куда-нибудь и все. Я, наверное, повешаю на рюкзак все-таки. Хотя жалко вот на рюкзак вешать. Это можно и на ключи или куда-нибудь еще. Такие дела. Что тогда, наверное, пойдем играть. Остальные, наверное, чуть позже еще подключатся, может. Не знаю. Что-то музыка одна и та же, как будто играет. Уже надоело. Когда уже эта игра закончится? Как-то бесконечно уже играем в это метро. Потом метро Исход, да вот не знаю, наверное. Да по-любому надо уже заканчивать. О, привет, привет. Я уже тут историю одну рассказала про то, как я сходила на почту. Ой. Я, короче, вот что получила. Сейчас. Покажу вблизи лучше. Вот про что я говорила. То, что пришло самым последним. Его, короче, упаковали. Упаковали в последнюю очередь. Я уже сняла пленку с него вот только что. Отсюда сняла, отсюда вот. Малыш сейчас играется этой пленкой.
Вот. На почте, конечно же, как всегда, было неприятно получать. Ладно, все, поехали. Ну вот, здравствуйте, как говорится. Все, погнали. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю Нету то, что больше. знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. О, прикольно. Я Психиатр. должен добраться до полиса. Разоблачить лжецов. И Нормальный мужик, встретить ну хорошо. бурю. Повезло, Здесь тени. то, что мужик Много. хороший попался. Не видят меня. А то мало Не ли, с- всякие могут попасться. Недалекие. Так. Все нормально? Вроде нормально, только мне тут шерстяной мешает. Сейчас. Ой, что такой тяжелый. Тут лежи. Здесь рядом с мамой лежи. Нет. Нет. Вот. Сегодня знаете, что... А, я же писала вроде, да, в Телеграме, то, что... Сегодня в 3 часа ночи, короче, проснулся и давай мяукать. Мяукает, 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 и так до 6 утра мяукал. Потом, короче, я ему дверь открыла, он вышел из комнаты моей, покушал, потом там мяукал, короче, потом ко мне зашел, и все. И вроде как успокоился, уснул. И я вот так вот лежала тоже потом. И, наверное, в 7 утра вот уснула. И резко, короче, в 9:20 просыпаюсь, будильник звенит. Чуть не опоздала на работу. Слышат. Живут и не живут. Очень странно. Да. Ну, пойдем? Или что? Я вижу твои мозги. Я слышу демона. Воу. Кто это так? О, Господи. Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследовать район. В Большом дворе к северу еще одно убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Что-то это... Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Смарт. Теперь я все понял. Мы это заслужили. Я это заслужил. Что же мы сделали с нашим миром? Не ищите меня. Спасайтесь сами. Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследовать Одно и район. то же, да, говорит? В Большом дворе к северу еще одно Угу. убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Теперь я все понял. Мы это заслужили. Я это заслужил. Что же мы сделали с нашим миром? Не ищите меня. Спасайтесь сами. Звуки, конечно, жесть просто. Привет, привет. Классные, да, звуки? Чё, больше ничего нету?
Мне все время такая лестница снится иногда. Ну как, не часто, конечно, но помню, она постоянно мне такая снилась. Вот эти подъезды такие странные. У вас такое бывает? Очкуешь? Кстати, я что-то заметила последнее видео. Прям так это хорошо расползлось. Ну, для меня хорошо. Типа, по сравнению с моим видео, этот Children of Silent Town, который 33 просмотра всего лишь. Ну, вот последнее видео метро 77 просмотров набрало. Это вообще, это что это такое? Это как? Почему YouTube, когда хочет, выставляет в рекомендации, а когда не хочет, не делает ничего? Я не понимаю, что я делаю не так. Мне часто снится лестница из младшей школы, в которой я училась, особенно как прыгаю через перила на другой пролет. Мне еще школа, кстати, часто снилась тоже. Прям вот вообще вся школа. А сейчас же туда не зайдешь, наверное, просто так. Из-за вот этих всяких там... Из-за всяких этих, которые ученики ходили, там перестреливали друг друга. Чё с ним? Почему? А, там это, что ли, радиация сильная? А, ничего себе. Офигеть. Чуть не сдохли. Блин, звуки, конечно, стрёмные. Ключ. Так, теперь нам надо искать... Это что присел-то? Теперь нам надо искать сейф. Так, почитаем сейчас. Нам опять идти поверху. Здравствуй снова, Москва, город-склеп, город павший герой, город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной, мой родной город остался в прошлом, но он родной для маленького черного, как странно. Я бы, наверное, зашла в свою, сказала бы долгожданное «здрасте, я не скучаю». Да я вот хочу тоже зайти в свою школу, но я боюсь, что меня оттуда выгонят. Скажут, идите отсюда. Вы кто такие? Идите нахер. Что-то вообще стрёмно реально как-то это. Не знаю. Ну, атмосферненько. Вот это вот что такое? О, я слышу демона опять. Так, там еще можно было наверх пойти. Я надеюсь, он меня сейчас сквозь стену опять не возьмет. О! Как хорошо, что я не могу из этого ничего взять. Ладно. Вот еще вот такая вот фигня мне тоже снится постоянно. Типа пропасть вот такая между... как это называется? Невозможно, короче, вот так перепрыгнуть сюда, попасть. Ой. Я нечаянно. Какое у меня было оружие? Вот это. Тихо. Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Эй, блин. Да, женщину. Маму. Почему он так дергается? Наркоман, что ли?
Мне вниз, да? Вот, тебе пригодится. Где? О! Господи, блин. Буду близко. Я ничего не вижу. Мне надо вниз? По-любому вниз. Ой-ой-ой-ой, тихо. О! Тихо, не плачь. Скримеры. Шкримеры. О, щит. Fuck my dick. Fuck my dick. Я не хочу это оружие брать. Я и так себе он прикупила. Блять, сука. Гнида. А. Маску мне сломал, урод. Сюда не прыгнуть, да? А чё тогда куда? Тут просто было вот эта шняга и все. Хорошо. А, во, кажется, я вышла. Странно. Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. Да ну нет. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. И что мне надо? Не надо их убивать? Осмотрели все прилегающие дворы. В соседнем можно подняться на крышу дома по лестнице. Оттуда в переход, ведущий в сторону Кремля. Начался ураган. Торчим здесь уже 5 часов. Серый услышал какие-то голоса, вышел проверить. Обыскал весь двор, Серого нет. Пропал. Вокруг какая-то чертовщина. Попробую добраться до депо и спуститься на Ганзу. А кто это говорит? Такая дерганая эта тень у меня. Тут только маска и все. Тихо.
О, нет, нет, пожалуйста. О, блин. Ой-ай. Маленькая смерть. Это для твоих врагов. Идем дальше. Что он мне дал? Чего? За что ты меня любишь? За какие заслуги? Я не хочу убивать. Можно я не буду убиваться? Что со мной? Почему мне аптечка нужна? Опять радиация, что ли, вонючая? Да блин, что тут везде радиация? Я не поняла. Что за радиация? Может, мне сюда надо? Вау. Кто-то моется. А они просто на месте топчутся, значит, их не надо убивать. А, и все? Только флешбэк и все. А, во. Вот здесь был этот. А что мне тут надо? Что за музыка пошла? I don't understand. I don't understand. Я не понимаю. Что делать? Это спид, что ли? Ой! Да ну вы чё? А я думала, не надо драться. Сейчас посмотрю. Сейчас. А, вон туда надо? Туда нам надо. Сейчас. Сюда надо, короче. Да? Да. Пум-пим-пум-пам. Кто это? Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Так, тут только эти фильтры. Понятно. И что дальше? Куда? Ладно, вниз пойду пока. Не знаю. А, сюда? Чего? Как?
Через окно? А, елки-палки. Точно. Блядь. Чё это? Почему они голубые? Там чё, этот Морозов ходит, что ли? Дома вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Попробуй осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для Спать хотите? промежуточной базы место хорошее. Поспали бы тут. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегался. Почему он показывает мне? Но все равно. Живите. Верьте в жизнь. Может тогда А, они поймут, что умерли. И успокоятся. Прощайте. прощайте. Да чё за херня? Да, этих не надо? Думала, допрыгну. Солнышко. Да елки. Да блин. Да и. Там радиация. А куда тогда идти? Радиация в машине прям внутри. Опять. Ладно. Сюда вроде показывает. А, вон лестница, точно. Там крылатая. Будь осторожней. Крылатая. Сейчас задохнусь. Скиль... А. И-ай! Ай-яй! Сейчас сквозь стену поймает меня. О, блин. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Он будет мне постоянно напоминать теперь. Я знаю, что я всех убила. Я понимаю. Я этого не хотел. Но я это сделал. Я думала, я сюда прыгну.
Кто это там такой маленький ходит? Опять библиотекари всякие. Вам, наверное, ничего не видно, да? Библиотекарь. Что такое? Махошиное, мама, махошные. Мама, купи мне махошиное. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Давно, очень давно. Интересно, насколько давно? О, черт. Начинается. О, нет, только не это, пожалуйста. Только не призраки вонючие. Блядь, сука! Это что такое было? Фу! Вы видели, да, это? Сгустки какие-то черные. Отсюда я знаю только одну дорогу к Зарядить полису. фонарь не... Через Красную площадь. Так там не Соединить включится машину. фонарь, там же эти Расскажу им отключают, всё, что призраки знаю. вонючие. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Там же этой шнягой выключила фонарик. Вот эти призраки, короче, они выключают. И там никак не включишь. Только это. Только зажигалкой спасаться. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Ну, да. Сейчас только что недавно обосрались, ну ладно. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. О, господи, блин. Череп вылетел. Так, это можно продать, кстати. Пусть будет. Рук не касайся. Каких рук? Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. О, Кремль. Кремль, да? Они не красные. Просто здесь их дом. Хорошо, Если уйдем, они не тронут. хорошо. Я ухожу. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Что это было? Быстрее. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Ждать. Я чё? Скоро можно будет идти. Чё меня так унесло? Я сколько вешу? Ой. А, да? Мы сдохли. Быстрее. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Лучше подождать. А, все, окей, я понял. Скоро можно будет идти. Хорошо.
Он сказал спрятаться. Так я думала, там Нужно идти. надо это... Успели. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Пока опасно. Не ходи. Я точно спряталась? А, вроде да. Ничего не вижу. Опять Все, можно идти? Пойдем. Ну ты так быстро бегаешь, блин. Здесь даже мы не успеем. Не успеем, Артем. Время идти. Да блин, ты чё так бегаешь? Как чумачечи. Боится. Хочет домой. Не красный. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Куда? Куда мне идти? Ой, я что-то что-то не то. Что-то я это самое, что-то. А, все. Я не понимаю. Я не понимаю. А чё меня не бьют? Ты тоже чувствуешь? Идем. Ага, чувствую жопой, как меня бьют. Это что? Я умер? Нельзя стоять. Я помогу. А, Не тревожь их, Артем. Иди рядом. да я и не хочу как-то их тревожить. Они давно здесь. Ужас. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Они же могут быть друг у друга быть. Уища! Ла-ла-ла. Куда? А, вот. Ой, тихо. Я правильно иду? А. Там что такое? А. Я сейчас чихну. Все. Спасибо. Тихо. Я не буду тебя бить. А, это демон, наверное, да? Артем, здесь злые. Много. Очень красные. И чё? Ой, я пошумел. Ха, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да сколько веревочки не виться? Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы,
Относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Ага. Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Сука. Ну, это мне нравится. Я помогу видеть. Ай, ай, ай! Ой. Что-то я тупанула. Привет, привет. Да, надо не стоять на месте, да, правда ж. Надо тогда назад убежать. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить, брат! Товарищи А, еще бойцы, нельзя, да, стрелять? Относительно этого рейнджера у нас... Нельзя стоять. Я помогу. А, можно. Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Гнида. Я помогу видеть. Ура! Вперед! Вперед! Блять! Тварь! Гнида. Это что, это огонь? Блин, твой этот цвет мне мешает все-таки. Устал. Ау. Блять, сука. А ведь у тебя был шанс. Оставался бы у нас на красной линии. Да что ты говоришь? Ну ладно, сбежал. Ну думать же надо, головой. Что ты там звездишь? Корбут забыл про тебя? Размечтался. И я не забыл. Где ты, урод? Блин, маску почти все разбили, а? Он сдох? Вроде сдох. А, нет, не сдох. Не захотел по-хорошему. Не захотел с нами, значит сдохнешь тут. Гнида. В общем, Артем, прощай. Бойцы, заканчивайте с ним. В атаку! Отомстим за товарищей! Ну где твои бойцы-то, блин? Еще где? Маску мне сломали. Так, ладно. Что тут у нас? Тихо-тихо-тихо-тихо. Это где? Спереди? Или сзади? Непонятно. А, все.
Где он? Я его прижал! Обходите! Маску почти сломали. Вот черт. Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, рейнджер, режь, убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что, Артем, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Ух ты! Скотина. А. Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артем! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу, но мозги вышибу, не волнуйся! Блин, маску мне бы поменять. Потерять. Ух ты, сука. Артем! Молодец ты! Молодец! Ну, давай! Закончи, что начал! Да блять. Он совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Грустно. У меня теперь будет выбор, типа, убивать его или нет. Оу. Что, ножом? Молодец! Без страха и упрека. Это еще что? Твари тут на меня натравишь? Герой! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять Д6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Артем! Ну что же ты, Артем? Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Артем! Не бросай меня так! Лучше убей! Я хорошо сделала. Дай маску. Он выживет. Вот оно какое прощение. А, да, хорошо. Спасибо. Я запомню. Все?
Так, куда мне сейчас? Сюда, да? О. Жесть, она вся поломалась. Теперь гони маску. Теперь бы только успеть. В Полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Пашина голова. Тут что-то странное. Погоди. Чё Я должен увидеть. Чё там, чё там, чё там? Медведица? Медведь или кто там должен быть? Мне вниз надо спуститься? Там что-то есть. Нет? Наверное, нет. Ёлки-иголки, матрёшки, жопки. О, не успела взять. Уа! Что делать? Я не знаю, не понимаю. Куда? 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 Оу! Волчары! Ладно. Я чуть не убила, прикиньте. Как хорошо, что я не попала. Прикиньте. Ай! Кто это? Кто меня стукнул? Что происходит? Куда? Что? Кого? Где? Я не поняла. Нет, это зря. Зря. О, ключ. Здорово. И где здесь мне искать сейф? Скажите мне, пожалуйста. И куда идти? Опять компас вонючий. Так. Тихо. О, блин. Так, ладно, я, кажется, поняла, куда идти. Ой, что это? Это кто-то ходит. Я хожу, что ли? Почему как-то странно это? Какой-то странный шаг был! Да не, ну вы гоните, что ли? Где-то там был сейф, наверное. Во, медведица. Да? Жесть.
А почему животные вот так мутировали, а люди умерли? Почему люди не выжили? Кто знает. Теперь мне известно все, и все встало на свои места. Все, что я видел до сих пор, было лишь приготовлениями. Настоящий удар будет нанесен в последний момент, когда никто не будет его ждать. Корбут говорил о том, что захватит метро бескровно. Он действительно может это сделать. Последняя кровь, которую ему придется пролить, кровь бойцов Ордена, защищающих Д-6. Красные застанут их врасплох, ведь в момент нападения Москвин будет подписывать мирный договор с Мельником и остальными. Что такое, блин? Она защищает детей. Привет, Осторожно. привет. Я понимаю, что она детей защищает, блин. А мне-то что делать? Мне же ее не надо убивать, наверное. А чё, в смысле? А я не могу назад, да? А что делать тогда? Ой, блядь. А что делать? Пока можешь стрелять? А, да? А то, блин, то можно, то нельзя. Не поймешь ни хрена. А, где? Ну все, мать, успокойся. Бережет спину. Там она беззащитна. И чё? Надо стрелять? Ничего не понимаю. Ау. Мишка, успокойтесь. Медведь. Вот это я понимаю, Россия. Да, блядь, ты успокоишься, нет? А, по крысам?
Понятно. Сейчас все патроны потрачу на эту мишку, блин. Сейчас надо по крысам шмалять или потом, когда они зайдут на эту медведицу? Я не понимаю. Короче, похер. А! Да, блядь. А, вот, вроде, кажется, что-то получилось. Блядь, патроны потратила нахер. А, вот, все. Господи, столько патронов потратила! А! А, я... Да... Сейф. Слава богу. Так, Кто это с тобой? Неужели... а это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Жесть, у него Не глаза. стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Чё это? Ё. О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артем. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артем. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Пашей был, да я его тоже Погоди-ка, помиловала. где-то я... Это же одни из закрытых ворот Д6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои. Мои. Они там. Они спят. Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить. Так они Им есть? пора жить. Нам Они всем не- сейчас туда. Если Они не сможем, сдохли? откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом. Вокруг. Но я должен. Иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Пожалей, муки сонные. Полковник, откройте нам ворота в конце линии Д6 на ботанический сад.
У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Ой, фу, можно передохнуть. Он не единственный. Как Не да. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он Интересно, мы согласился сегодня подождать пройдем? чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Или там еще и осталось? Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Артем, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит Ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения Полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал Ты совета. обезьяна. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам ордена в D6 полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Я официально отдаю приказ о прекращении операции «Эльдорадо». Слава рейху! Осуждаю, осуждаю. Слово предоставляется лидеру красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, я не побоюсь. Товарищи. Готовься, Артем. Держись рядом с малышом. Да будет мир Малыш тут, да, вот рядом лежит. детей! Ура! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Протестую. Охрана! Выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артем, малыш, ваш выход. Малыш, твой выход. Хватит тут лежать, вонять. О, сон собаки. О, блядь. Что за жесть? Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Это мы типа в его голове, да? Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже?
но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем. Выпьем, брат. Он его отравит, да. Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Что это? Убил своего было? брата. Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Д-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель! Прикажите! Отзовите войска! Или хотя бы задержите! Выиграйте время! Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной! Ой, блин. Я ничего не понимаю вообще. Вау. Новый костюм. Найс. Спасибо. О, Аня, здорово. Ну что, она там остается, да? Ну, давай, давай. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я попрошу их помочь. И что сейчас будет, войнушка? Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последний схватке. Это не его вина. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Вы бы просили бы, если бы на вашу семью ракета прилетела. Ты это сделала? А что, все что ли? В смысле? Что я сделала? Осталось немного. О. Вроде финал. Сколько мы уже сидим, пердим? Час целый. Ничего себе.
Ну что ж, началось. Наступает с 3 направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Чё с ним? Все вы профессионалы, и каждый из вас Это чё щас стоит было? 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! 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 Хватит там возиться! Идите сюда! Спарта! Проверить снаряжение. Спарта! Спарта! Приготовиться! Пук, пук, пук. Нет! Что произошло? О, бля. Чё говоришь? Я не слышу. Они там памнятся, да? Смотри. Это так надо, да? Артем, живой? Контузило! Вынесите его отсюда! Прикрой! А чё быстро так? Контузило его. О, блин, я думала, это Хан сдох. Надо отходить! Мы под обстрелом с 2 сторон! Отступаем! Сначала раненые! Аптечку надо использовать хоть в последний раз. Используй аптечку. А, еще сзади что ли стреляют? Или что, не поняла? Ничего не понимаю. Что произошло? О. Мы должны остановить Корбута, не дать ему захватить D6, иначе все лишения, что мы перенесли после войны, все трудности, что мы преодолели, выживая все эти годы, все жертвы, все это было напрасно. Неужели весна, наконец, растопившая многолетние льды, тоже напрасно манила нас новой надеждой вырваться из подземелий к солнцу? Неужели ее просто некому будет встретить? Не верю. Пока D6 в руках Ордена, пока дышит хоть один из нас, есть надежда. Мы остановим Корбута любой ценой. Ради наших друзей и родных, ради всего метро, ради долгожданной весны, ради будущего. Танки! Чего? Какие? Артем, займись танками, пока они нас всех... Где? Вот это? Блять, кто в меня стреляет? У-у-у! Что происходит? Я не понимаю. Я не понимаю, куда стрелять. Вроде сюда он стрелял. А как мне этот танк обезвредить? А Джон не умирает.
А чё мне делает? А чё не умирает? Я чё не... Я не попадаю стала? Сдохни! 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 Что это за оружие? Чего? Да нормально. А почему на меня вся надежда? Я все правильно делаю или чё? Я не понимаю. Я стреляю, но оно что-то не это. Не того. Ни туда, ни сюда, блядь. Короче, мы сдохли. Я не знаю. Да, блядь. А чё? Как стрелять-то? Какое? Вот это, что ли? Блять, стреляет меня. Я не понимаю, куда тут стрелять. В этот танк. Бог бы мой. А, блядь! Я не понимаю, куда стрелять. Наверное, когда вот он вот так вылезает, да? Или чё? Я не понимаю. Блять, я не понимаю вообще. Ну, то же самое оружие было. Да куда тут стрелять-то? Да как я, блядь, успею? Тут все шатается, блядь!
Красная балка? Какая еще красная балка? Я не знаю, наверное, сюда надо стрелять. Просто там как будто люди сидят. Я не понимаю вообще, куда тут стрелять. Артем, следующий залп нас похоронит. Ты должен успеть. Куда стрелять? Кто-нибудь скажет мне? Какая красная? Чё? Я не понимаю. Я даже в этих людей не попадаю, блядь. Вот там как будто кто-то сидит или чё, я не понимаю. Артем, займись танками, пока всех не положили. Давай! Там кто-то ходит.
Я не понимаю, куда опять стрелять. Артем, следующий залп нас похоронит. Ты должен успеть. А можно мне базуку, не знаю? Куда дальше стрелять? Да ну да ёбаный ты в рот, блядь! Зарядись быстрее! Ну куда вот там стрелять? Там какие-то головешки торчат. Я не понимаю, это голова или что это? Да я поняла, что по колесам. Что это за хуйня, блин? Танки! Танки! На дальней платформе! Зараза! Артем, займись танками, пока мы всех не положили! Давай! Чё он там вот непонятно, блядь, нихуя? Наконец-то! Отходят! Они отходят! Наша... Это было так просто, оказывается, блядь. Пиздец. С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не выдохлись! Сержант, доложите обстановку. Комбат! Мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть! Снова? Куда? Ай-яй-яй. Теперь я знаю, в D6 нет залежей ни продуктов, ни медикаментов. Мельник не хотел говорить нам этого. Он вскрывал все новые и новые комнаты, надеясь найти там то, что обещал нам, наш шанс на спасение, и находил только контейнеры с вирусами, с бактериями, со спорами. Предки оставили нам в наследство грандиозный склад запрещенных боеприпасов. Больше ничего. Мы открыли ящик Пандоры, и Корбут знал об этом, но ему и не нужны были ни лекарства, ни продовольствие. С сытыми людьми править сложнее, сытые требуют большего. Мы открыли ящик Пандоры, нам и запечатывать его обратно, или умереть. Всем. Готовь гранаты, сейчас бронь придет. Господи. Господи. Тихо. Отойди! О! А, ладно, сейчас. И давай быстрее, блин. Я думала, будет расчленение.
Куда? Я готов. Стрелять. Но я... я могу прыгать. Что за зеленая? Почему зеленая? Да чё он там стоит? Кто это, блядь, сдох? Чё вот он туда пошел? Да, блядь. Ну вот. Молодцы. Думал, до этого не дойдет. Но дошло. Комплекс заминирован. Приказ я отдал еще в полисе. Т-6 нам не удержать. Так, это идите ясно. отсюда, мистер, вы мне мешаете. Ваша волосатая жопа мне мешает. Остается взорвать. Ясно, командир. 2 смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Черт! Неужели опять? Ой! Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Нога. Сердцем себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Чё это? Артём, уже не нужно. О, товарищи, вы пришли помогать. Хорошая концовка. Yes. 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 Немножко сгорели в конце, но все равно. Yes. 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 Блять. Моя рука. Синяк будет. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла-каталки. А так могли бы просто взорваться, да? А хан просто исчез. Ну, просто Как-то он исчез. сказал мне, Просто. а что если этот маленький черный последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих. Может, это и есть помилование? Да. Мне, ордену Да. и всем нам, забившимся в метро. Да. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артём. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Я сейчас расплачусь.
Попочка такая смешная. Черные ушли. Но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Мне так обидно, что мы их уничтожили, а они все равно нас Быть может, пожалели. они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение. Их уничтожили, они все равно помогли людям. Ай. Интересно, а плохая концовка там что? Там типа они просто все взрываются и все, да? Ай. Что-то меня прям пробило на слезы. Ой. Ну все. Чуть-чуть послушаем музычку. Сколько финал длился? Почти 2 часа. Ой, точнее, нам оставалось 2 часа до финала. Ну ничего, нормально. Ой, все, мы прошли вторую часть на хорошую концовку. И все благодаря вам. Без вас бы я не справилась. Без вас я бы, наверное, всех поубивала бы и прошла бы на плохую концовку. Ничего бы не поняла, что делать. Все. Что-то так даже прям не верится. Шо ж, прям 2 части сразу прошла. Офигеть. Офигеть. У меня, кстати, сегодня кто-то на Бусти подписался. Это за сколько месяцев прошло? Даже не знаю. А, вот последняя запись у меня была в мае там на Бусти. Июнь, июль. 3 месяца прошло. 3 месяца прошло, как я ничего не выкладывала туда. И сегодня я узнаю то, что там кто-то на меня подписался. Ну, платно имею в виду подписка. Так, до этого все, кто тоже подписывались, они уже отписались давным-давно. Вот. Ну, спустя несколько лет увидела хорошую концовку. А ты не видела, да? Не смотрела, что ли? Нет. У меня, значит, первый раз, да, увидела. Прикольно.
Все-таки спасибо за этот... как его? За рекомендацию поиграть в метро. Вот насчет сталкера, короче, я не знаю, я не хочу, не очень прям так тянет меня к этой игре. Меня и Dead Space как-то не очень тянет, потому что мне очень страшно. Так, ну давайте посмотрим третью часть. Ну, имеется в виду этот. Качаем. У тебя такие тонкие руки, что хочется взять и накормить. Нормальные у меня руки. Не надо. Все вечно хотят меня накормить. У меня все нормально. Мне со своим весом комфортно. Так, метро. Отстаньте, да. Сегодня тоже на работе там коллеги. Ну, я сказала, что я это... ела вчера, кушала вчера этот бутерброд в 12 часов ночи. Они такие, ну тебе полезно. Тебе ладно. Тебе даже нужно, говорит. Так, ладно. Как она называется, метро это? А, Exodus. Так, вот оно. Чего? Она так много весит? 102 гигабайта? Что там такое? Почему она как Final Fantasy весит? А чё так много, реально? Какого года эта игра? 2019-го? История Сэма. А где Артём? Сэм – американский морской пехотинец, до начала войны служивший в московском посольстве. Давно мечтал вернуться на родину и, возможно, найти свою семью. В темных туннелях метро перспектива казалась невозможной, но когда спартанцы обнаружили, что Москва была не единственным городом, оставшимся в живых после войны, надежда на светлое будущее уже не казалась такой глупой. Сэм покидает Аврору в поисках пути назад в США и добирается до гавани Владивостока, сметенных разрушительными цунами, осыпавшихся промышленных зданий и жилых районов. Сэм скоро поймет, что для выживания ему потребуется использовать все, чему он научился, потому что эти места окажутся не столь гостеприимными, как ожидалось. Вместе с Сэмом игроки отправятся в совершенно новое путешествие по пустошам постапокалиптической России, выживая в суровых условиях разрушенного города. Я не поняла, где Артём? Так, описание. 2036 год. Прошло четверть века с тех пор, как ядерная война опустошила Землю, Москва лежит в руинах, и несколько тысяч выживших вынуждены бороться за существование в тоннелях метро. Их не убила отравленная природа и мутировавшие чудовища. Они пережили сверхъестественные кошмары и ужасы гражданской войны. Теперь в роли Артема вы должны покинуть метро и возглавить бойцов Ордена Спарты, чтобы отправиться в невероятное путешествие по постапокалиптическим землям России в поисках новой жизни на Востоке. Это есть Сэм? Это и есть Артем? Чё? Метро Exodus — это эффективный шутер от первого лица с захватывающим сюжетом. 4А Джеймс отлично совместили... Геймс отлично совместили напряженные сражения, исследования и пугающую атмосферу, создав один из самых убедительных игровых миров в истории. Отправляйтесь в путешествие по диким землям России. Сэм, это DLC, по-моему? А, да? А, точно.
История Сэма называется. Ой, я тупая. Два полковника, короче, тут есть DLC. История Сэма. И все. А чё она так много весит, блин? Как же сложно жить. Она очень много весит, пипец просто. Что там, типа, считать DLC нахренище? А мы будем DLC играть? Вы хотите DLC? Ну, я поставила накачку. Ну, не знаю. Ну, тут есть... ну, это... Без DLC, походу, да? Короче, там 3 дополнительных этих есть игрушки. Вот. Эх, ладно. Что-нибудь другое, может. Какую-нибудь спокойную музыку включить. Завтра надо что-то поиграть. Что, опять метро, что ли? Может, завтра в Dead Space поиграем? Что-то я уже устала от метро, надо немножко перерыв сделать. Постоянно метро. Уже сколько можно. Я посмотрю сейчас Steam, что есть. Так, на Outlast нету скидки у нас. Я этот еще Planet of Lana, короче, сохранила еще. Или Stalker. Нет, ну пожалуйста. Не надо. Я не хочу. Нет. А сколько он весит? Сталкер ваш этот вонючий. Так, посмотрим сейчас. Не. Все. Так. Экшен от первого лица. Сколько там? Тень Чернобыля, да, называется? 2007. Последний сталкер. Верните мне мой 2007. Последний сталкер. Новая сюжетная модификация от команды Zaurus. Это модификация. На платформе Stalker Shadow of Chernobyl. Последний. Это... это модификация какая-то. Ага. Не, зачем нам модификация? Оригиналь. Где? Оригиналь. Нету оригиналь. Игры для Java есть. Ну или Java. Кто как называет. На телефоне поиграем. Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Это официальные. Тень Чернобыля. А как пишется? Чернобыля. Тень Чернобыля.
все официальные патчи для игры Stalker. Тут какие-то эти неофициальные модификации, плагины, дополнения. Сами занимайтесь этой херней. Мне в Симсе этих модов хватает еще, блин, на этих всяких ваших сталкеров моды качать. Мне памяти не хватит. Ну ладно. Чё? Все. Ему не нужны моды. Ну тут что-то какие-то модификации у меня выходят. А этот... Не знаю, короче. Я не понимаю, я еще не понимаю. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Ну все, чё? Ну тут что-то много, я что-то не вижу этот официального. Ну-ка, сейчас я найду на ютубе прохождение. Может, мы посмотрим прохождение что-нибудь? А вы будете думать, что это я играю. Так, можно без комментариев? Есть без комментариев? Куплинов снимал 4 года назад. А, это трансляция была. Господи. Господи. Сколько просмотров? 5 миллионов. Господи. 5 миллионов. Жесть. Ну, вон кто-то ведет эфир. Вот сейчас прям. И там зрителей 5 человек. Как вот недавно мне написали, типа, поиграй в Сталкер, просмотров будет много. 5 зрителей. Как много. Ну, для меня это, конечно, много, да. Ну, блин, я думала там, не знаю, хотя бы 10 человек, что ли. Меня сейчас вообще никто не смотрит на ютубе. Можно даже заканчивать на ютубе, в принципе.